Здравствуйте, в эфире передача «Актуальное интервью». Наш эфир идет с поселка Ленинский Алданского района. Во главе каждого муниципалитета стоит уникальный человек. Сегодня наш разговор с одним из таких. Главой городского поселения поселок Ленинский Светланой Гордиенко. Светлана Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Практически во всех населенных пунктах есть вопросы, связанные с вопросами жизнеобеспечения, будь то вопросы энергетики, ремонта дорог, ЖКХ. На ваш взгляд, какие самые злободневные для вашего муниципалитета? Ну, как принято говорить, что у нас вопросы ЖКХ, да, вопросы дороги, они никогда, наверное, не решатся до конца. Вот. Но, в частности, если мы говорим, допустим, о дорогах, то содержание дорог у нас действительно сложная тема. 41 километр дорог. Зимнее содержание дорог связано с объемом снега на дорогах. Летнее содержание связано с тем, что у нас всего лишь 18% дорог имеют новое улучшенное покрытие, то есть асфальтирование. Основные дороги у нас грунтовые. Вот. И для того, чтобы приводить их в соответствие, конечно, нужны средства. И мы в прошлом году провели паспортизацию некоторых дорог, составили проектно-сметную документацию. В этом году подали в Минтранс для получения субсидий из Дорожного фонда на капитальный ремонт. Но в этом году конкретно мы хотели бы получить субсидию на капитальный ремонт именно вот этой вот улицы, улица Октябрьская, по которой мы идем. Общая стоимость работ будет составлять порядка 31 миллиона. Ну вот приближается весна, то есть солнце уже греет по-другому, и понимаете, что вот столько снега, да, и он куда-то должен уйти. Понятно, что он уходит в канавы, которые имеются вдоль дорог. Но особенностью наших поселков то, что мы находимся в гористой местности, и вода из леса, с гор стекает по дорогам, в том числе поселковым. Вот. Да, имеются канавы, часто канавы не справляются, хотя мы проводим превентивные меры по подготовке к весеннему паводку. Вот. Есть проблема, например, такая, как незамерзающие источники в поселке Ленинский, которые создают нам всегда проблему в том плане, что образуется наледь. Маленький ручей Большой Куранах имеет мост, там буквально летом перешагнуть можно его, а за зиму намерзает столько льда, что мы начинаем с февраля месяца рубить этот лед для того, чтобы убрать наледь, чтобы она не была выше моста. Вот, поэтому всегда я, конечно, с опаской жду вот этот период весенний паводок. Наступает лето, боимся, конечно, за то, чтобы не случился вдруг пожар, потому что в прошлом году, например, было сухое лето, июль, и в летний период было много случаев таких связанных, как сухие грозы, понятие такое, да. Вот на мои глаза буквально я приехала с работы домой, и ударила молния, и вот возле телецентра, буквально там 200 метров, возник на глазах пожар. 3 дня тушили пожар. Вот. Но потом, понятно, вопросы. Вот сейчас мы находимся в Лебедином, и здесь можно, конечно, посмотреть, например, хозяйство отдельных ведомств. Да? Например, меня беспокоит всегда вопросы организации или ведения хозяйства Ростелеком. К сожалению, очень ветхие опоры, провисшие провода. Решить этот вопрос мы пытаемся на разных уровнях, вплоть до руководства Ростелеком, пока этот вопрос не решается. Вот. Хотелось бы, конечно, чтобы на это обратили внимание. И в летний период какие-то работы проведены были по замене опор и по натяжению проводов, потому что все эта линия, да, она пересекается с центральной, то есть центральная дорога и переулки, выходящие на эту дорогу. И, естественно, техника, которая чистит дороги, работает на дорогах, да, она может зацепить где-то, и, возможно, будет авария. Дальше опять же, по Лебединому, если говорить, проблема такая. У нас
недостроена, ну, можно сказать, да, система коллекторной канализации. Большая часть поселка, это вот мы как раз подходим, это вот дома трехэтажный и пятиэтажный, Арктика. Вот здесь начинается коллекторная канализация и уходит под дорогой вниз. Та верхняя часть поселка, где расположены, ну, в том числе и многоквартирные дома, и мы запланировали строительство дома по программе переселения граждан из ветхого аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. Но проблема возникает отсутствие коллекторной канализации. Посадить на вывозную канализацию нет возможности. Это, в принципе, ну, протяженность этой коллекторной канализации где-то порядка 800 метров. Вот мы этот вопрос уже решаем тоже не один год с теплоэнергосервисом, потому что те, допустим, промежуточные колодцы или септики, которые были ранее, они уже стали ветхими, не справляются с приемом сточных вод. Вот, и каждый раз, когда возникает вот проблема, ну, то есть теплоэнергосервис, УСРП ранее, да, они вот делят, кто должен это делать, да. У администрации, к сожалению, полномочий таких нет. Вот, у нас, как говорится, нет ни одного метра трубы для того, чтобы оказывать данную услугу. Но, тем не менее, нам пришлось, видя, что как-то вопрос этот сложно решается, мы вот буквально за 3 последних года мы установили 4 емкости объемом по 36 кубических метров для двухэтажных домов. Это вот мы посадили здесь, только в Лебедином 3 емкости поставили, одну в Лебедином, в Ленинском. Вот, поэтому тоже это, ну, как бы большой вопрос и очень актуальный для нас, потому что застройщик не готов тянуть коллекторную канализацию к дому. То есть на это деньги не выделяются, и поэтому, конечно, без помощи Министерства ЖКХ и энергетики нам эти вопросы никак не решить. Письма соответствующие мы написали руководству министерства, дирекцию, то есть руководству теплоэнергосервиса, но ожидаем каких-то решений. То есть готовы, в принципе, даже как-то там финансово вложиться в решение данной проблемы, но ее нужно решать. Вот. Сейчас вот с приближением летнего периода, ну вот снег растает, да, вот кажется его много, но он в принципе сойдет 2 недели, его не будет, вода уйдет. И уже проснулись медведи, да, у нас вот такая есть проблема. Лес еще пустой, медведи в поисках пропитания. И у нас вот поселок Лебединый, ну, страдаем мы тем, что у нас где-то порядка до 25 июня есть выход медведей даже в поселок. То есть всегда вот они выходят по периметру, мы видим перевернутые баки, они заходят к людям на грядки, в теплицах, то есть вот орудуют. Да, мы, как только там жители обращаются, мы пишем заявление в Комитет охраны природы, пишем на РОВД заявление, они направляют к нам охотников, как правило, это охотник с ХТС, приезжает Егоров, вот, делают засады, вот, но он всегда говорит, потерпите до 25 июня, пока идет гон, а то потом медведи уходят. Вот, ну, то есть это как-то тоже стало уже какой-то такой привычной нормой. Вот. Далее у нас вот, опять же, такой вопрос, но продолжается программа переселения граждан. Мы уже как бы информированы о том, что программа 1925 переселения из аварийного жилья, вот мы ее уже в принципе закончили. У нас уже дома спроектированы, законтрактованы. Вот, и в сентябре мы сдаем дом в Лебедином, а в декабре сдаем дом в Ленинском. И по программе, то есть это мы закончили, и мы уже готовы начать программу переселения домов, которые, значит, с 17 года, 1 января 2017 года до 2024 года. Но проблема в том, что вот у нас улица, да, мы можем видеть, что частные дома, ну, земельные участки оформлены, они портят внешний вид поселка. Да, хотелось бы, конечно, чтобы новое строительство шло не где-то там на окраинах, а застраивалась центральная улица. Но вот для этого, конечно, нужно решить множество вопросов, в том числе
по земельным участкам, но и прежде всего это связано, вот опять же сказала, с коллекторной канализацией. Светлана Ивановна, от глав на местах часто можно услышать, что не хватает полномочий, что очень многое зависит от властей региональных, районных. Вот как вы решаете насущные вопросы? Проблема такая есть, при том, при всем, что 131 законом мы наделены множеством полномочий, да, вот, если взять, например, по штату, там у меня 10 работников, специалистов, да, у каждого 7-8 полномочий, которые должны, ну, нести ответственность за исполнение их. Вот. И вместе с тем у нас, допустим, нет таких полномочий, например, мы не можем применять штрафные санкции к каким-то злостным нарушителям. Например, у нас есть проблема, граждане обращаются по поводу того, что, ну, те же, вот, например, бродячие собаки, там, да, мы обращаемся через приют, который у нас есть, да, мы тратим государственные деньги, вот, но наказать каким-то образом вот владельцев этих собак, которые вот выпускают, да, конечно, ну, вот сами, допустим, мы не можем, да. Вот. У меня большая проблема вот по задолженности за коммунальные услуги. Мы строим жилье и вынуждены переселять людей, которые имеют задолженность по 500, по 600 тысяч. То есть, получается, пристава к этим семьям никаких мер не могут применить, потому что взять у них нечего, дохода у них нет. А люди переселяются в новые квартиры и продолжают копить долг. То есть мы работаем, конечно, с ними, мы беседуем, допустим, подписываем, когда договора найма там, или договора мены, я беру у них обязательства. Вот вчера буквально был на приеме товарищ, я говорю, ну вот молодой парень, но в принципе вот сейчас только много работы, там снег почистить с крыши где-то что-то. Ну то есть 5000 заплатить за квартиру, ну я думаю, что 5000 можно заработать мужчине. Вот, поэтому, конечно, при расширении, как говорится, ну, полномочий, да, растет ответственность. Вот, я думаю, что, возможно, если бы наделили действительно какими-то вот такими, ну, вот, как я сказала, да, то есть возможностью, что мы можем применять административное какое-то наказание, может быть, отношение было совершенно другое. На сегодня, конечно, есть люди, население, которые говорят, ну, то есть все-таки потребительский вот этот образ жизни, к сожалению, имеет место быть. Ваш муниципалитет, как и Алданский район в целом, имеет целый ряд преимуществ перед другими поселениями, в первую очередь из-за мягкого климата. То есть это более удобно и для лесопромышленности, и для сельского хозяйства. Вот какие перспективы для развития своего муниципалитета вы видите? Да, климат у нас более мягкий. Я говорила уже о том, что да, у нас много снега, который позволяет нам сохранить, допустим, те же какие-то сельскохозяйственные культуры, как ягодники, там, многолетники, да. Вот люди, которые приезжают с Запада, всегда удивляются, как вы, допустим, садите картофель в июне, и вот я сажу его числа там 8-10 июня, а 27 августа я его уже выкапываю, и всегда имею хороший урожай. Но вот в силу того, что у нас все-таки вот белые ночи эти, да, не позволяют как-то, ну, солнечный день длинный, поэтому, да, растения вырастают. Вот. Да, жители у нас занимаются огородничеством в основном, вот. Есть те, которые ведут подворье, держат птицу, домашний скот. Перспектива, допустим, мы в чем видим? На сегодня нет у нас градообразующих предприятий, но мы, конечно, надеемся, что при строительстве горно-обогатительного комбината, связанного с разработкой месторождения Морозкинское, то есть появятся рабочие места, с развитием или реализацией проекта по строительству горно-лыжного комплекса, который вот за Гольцом Лебединой, да, тоже появятся рабочие места. И самое главное, то есть возникнет необходимость развития инфраструктуры поселка Лебединый. Сейчас на всех уровнях говорят о том, что основная задача властей – это обеспечить качество жизни населения. А один из главных индикаторов
качества жизни, это притяжение молодежи. Вот сколько ее у вас и как вы ее удерживаете, и какие условия для них создаются? Ну, надо сказать, что молодежи, конечно, у нас не так много. Все-таки преобладает население возрастное. Ну, где-то процентов 35-40 это представляет молодежь. Ну, судя, допустим, даже по численности учащихся в школе и в детском саду, то есть можно говорить о том, что молодежи все-таки не так много. Но для того, чтобы привлечь молодежь, понятно, что, ну, к сожалению, вернее, да, у нас нет рабочих мест, но ребята, которые, допустим, получают среднее специальное образование, да, заканчивают техникум, медучилище, они склонны к тому, что остаются здесь в родных поселках, продолжают работать на местах. Вот. На сегодня, ну, я думаю, что, конечно же, привлекает молодежь и, в общем-то, строительство жилых домов. Вот сегодня стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья у нас гораздо ниже, допустим, чем в городе. И поэтому молодые семьи могут себе позволить и, как бы, в принципе, уверены будут в том, что они смогут выплатить, даже если это ипотечный будет кредит, вот, выплатить эту сумму. То есть, ну, на сегодня ориентировочно там трехкомнатная квартира, да, площадью 54 квадрата, стоит, ну, 2100-2300. То есть это, в принципе, такая подъемная цена. Вот. Для того, чтобы как-то молодежь у нас развивалась, то есть мы с помощью администрации района в 2017 году начали восстанавливать и восстановили Дом здоровья. На втором этаже Дома здоровья, значит, открылся тренажерный зал. Здесь же у нас занимаются и лыжники. Лыжники у нас могут заниматься, брать на прокат лыжи и заниматься, в принципе, с мая по сентябрь. В проекте по указу главы Республики Саха-Якутия появился проект строительства нового клуба в поселке Лебединый. Думаю, с 2024 года начнутся уже проектно-сметные, значит, работы. В поселке Ленинский клуб, то есть культурно-спортивный комплекс построен. Есть все условия для того, чтобы молодежь могла заниматься как какими-то творческими, значит, мероприятиями, делами, так и спортом. Вот. Поэтому я думаю, что перспективы у поселков есть. Вот. И мы, конечно, будем рады тому, что люди будут возвращаться амбициозные, активные. Вот. И жизнь будет от этого наша лучше. Быть главой муниципалитета, тем более женщине, и быть на связи 24/7 наверняка очень непросто. Остается ли время для семьи, для увлечений? И кто вас поддерживает? Ну да, быть главой женщине непросто. Я для себя сделала вывод, что нужно иметь очень жесткий характер. Но, как говорится, трудности закаляют. Я когда в 2015 году была избрана, то, надо сказать, немало, как это, пролила слез в подушку. Поспешно принять там, возможно, решение. Вот. Но на сегодня я хочу сказать, что, конечно, многое уже стало понятно. Вот, что уже появились связи какие-то. То есть, ну, в общем-то, мы стараемся эффективно решать поставленные задачи. Помогает мне в этом, ну, прежде всего, супруг, мама, которая помогает мне. Без них, конечно, я бы не справилась. Но дети мои, конечно, поддерживают. Хотя они, конечно, уже выросли, живут в других городах России. Сын живет в Нерюнгри, дочь в Краснодаре. Но, тем не менее, их поддержку я всегда ощущаю. Ну и то, что, допустим, на работе сложилась такой тандем, команда, которая работоспособная. Я с 1975 года вот здесь в Лебедином проживаю, уже 48 лет. То есть все мы друг друга знаем, много друзей, знакомых, коллег по школе, то есть которые поддерживают, понимают. И все это вместе, конечно, помогает работать, решать. А хобби у меня много. Люблю петь, танцевать, читать, люблю заниматься какими-то прикладными, то шью, вяжу, консервирую, огороды, теплицу, все как у женщин, поэтому. Видя, как вы работаете, невозможно не восхититься. Скажите, где вы берете столько вдохновения для работы? Ну, наверное, так воспитаны люди моего поколения. Мы же прошли школу пионерии, комсомола. Тот, кто активным
был все, как говорится, свои годы. То есть вот эта активность помогает в том, что, ну, поверить в свои силы, сможешь, получится. Поэтому так получается. Вы сказали, вы уже с 2015 года работаете главой. Скажите, вот, глядя на этот пройденный путь, каким бы вы хотели видеть ваш муниципалитет в будущем? И что вы говорите населению, когда с ним встречаетесь? Ну, конечно, мы бы хотели видеть свои поселки уютными, комфортными для проживания, безопасными для проживания. Люди обращаются к главе на прямую линию, запросто по звонку пишут, снимают что-то. Да, встречаясь мы на праздниках, будь то или где-то, мы, конечно, общаемся, люди жалуются там на что-то, да, пытаемся. Ну, часто, допустим, люди звонят, чтобы получить консультацию какую-то, там, по вопросам переселения, по оформлению земельных участков. В силу того, что у нас администрация находится, ну, здесь филиал есть, в Лебедином сидит один специалист, вот, а вообще сама контора находится в поселке Ленинский. И, допустим, людям неудобно приезжать, ну, то есть тратить день нужно, чтобы приехать в Ленинский, чтобы решить вопросы. Поэтому часто бывает так, приходят на дом, дома помогаем, консультируем, то есть передать документы или что-то. Ну, вот так живем попросту одной большой семьей. Светлана Ивановна, спасибо, что согласились поговорить с нами и поделились вопросами, которые беспокоят вас лично и ваше население. Спасибо вам за вопросы, за то, что приехали. Вот, я думаю, что, конечно, эти встреча будет не последней. Мы еще много можем рассказать, показать, поэтому рады будем вам всегда. Спасибо. Спасибо. Это была передача «Актуальное интервью». Увидимся в эфире.